Наша съемочная группа первой увидела возможности этого изобретения и узнала о дальнейших планах доктора Катани. Слово Дагмаре Касаевой. Дорогие граждане Чечни, поздравляю вас с выходом на клиническое испытание первого экспериментального образца уникальной чеченской каталки «Горный орел». Наша съемочная группа принимает участие в первом испытании уникальной чеченской каталки для транспортировки больного «Горный орел». Самая обычная на вид конструкция имеет массу преимуществ перед привычной каталкой карет скорой помощи. Ее можно использовать в горных и военных ситуациях при любых климатических условиях. Специальное подъемное устройство за считанные секунды трансформирует машину в салазки. Откинули щит, и появился наш пострадавший. Посмотрите. Значит, здесь кровотечение из магистральных сосудов бедренной артерии. Наложен гемостатический браслет Султана. Остановлено кровотечение. Проникающее ранение грудной клетки. Наложен окклюзионный пояс. Закрыто это отверстие, чтобы воздух не проникал. Больной спасен. Карет скорой помощи постоянно не хватает в больнице, а «Горный орел» же можно прицепить к любой машине. Устойчивый прицеп предотвратит колебания при торможении. Мы решили провести свои испытания каталки. Прикрепили ее к служебной машине и проехали до условной клиники. Наш пациент, которого мы между собой назвали Федей, без потрясений преодолел этот отрезок дороги. Однако первая обкатка показала и недостатки «Горного орла». Для более устойчивой езды придется поработать над колесами каталки. Эти недоработки не смущают изобретателя. Главное – старт дан. «Горному орлу» пророчит высокий полет. Вот эти все мои изобретения, уважаемые мои коллеги, направлены, чтобы социально поднять уровень зарплаты моих санитарок, сестер, молодых хирургов. Бронированное покрывало призвано спасти от огнестрельных ранений на поле боя. Металлические носилки предотвратят возможность травм позвоночника пациента. Одновременно каталка служит и операционным столом. Поднимаем ее до необходимого уровня, и можно приступать к операции. Обычно в военное время, когда бывают аварии, очень много доставляют пострадавших, операционных столов не хватает. Они кричат, плачут в коридорах, теряют кровь и погибают больные. Только сколько пострадавших, столько операционных столов. И хирурги, травматологи, нейрохирурги могут подключаться. Уже завтра изобретатель собирается ехать на конференцию во Владикавказ. Возможности уникальной каталки будут оценивать академики со всей страны. Айсханов же уверен, что невозможно не оценить преимущество «Горного орла» перед обычной каталкой. В его планах поставить производство такой птицы на поток. Дагмара Касаева, Халид Мовсаев, Жамлеев Хаджилиев. Новости. В Грозный прибыли специалисты-педиатры из Ростовского медицинского университета. Они намерены помочь своим чеченским коллегам в борьбе с серьезными детскими недугами. Уже сегодня у них прошел первый семинар в Республиканской детской клинической больнице. Подробнее Малика Муталаева. За время пребывания в столице нашей республики ростовские специалисты проведут 2 цикла занятий по вопросам лечения различных детских патологий. Просветительская акция организована по инициативе Министерства здравоохранения Чеченской Республики и проводится в рамках национального проекта здравоохранения. Мы учли пожелания Министерства здравоохранения Чеченской Республики, который знает ситуацию в республике, и с учетом пожелания мы включили самые те темы, которые, в общем-то, хотели Министерство здравоохранения, чтобы мы почитали врачам. Диагноз двухмесячному Бекхану Витаеву поставили серьезный – двухсторонняя бронхопневмония. Родители слишком поздно обратились к врачам, но внимание и помощь педиатров, и ребенок скоро покинет больницу, уверены ростовские коллеги. Уровень младенческой смертности, конкретные, так сказать, ситуации по разным лечебным учреждениям мы сейчас изучаем вместе с коллегами. Есть проблемы довольно серьезные, но уровень подготовки врачей достаточен для того, чтобы с этими проблемами справиться. Это первые выездные семинарские занятия ростовских врачей для чеченских педиатров. До этого нашим врачам приходилось выезжать в Ростов. Теперь они могут и работать, и повышать квалификацию на месте. Мы сумели охватить всех неонатологов практически, которые у нас есть. На сегодняшний день, к сожалению, чтобы первичную специализацию имеют где-то около 10 человек,
А остальные, вот из 41, 10 человек только сертификаты имеют, прошли первичную специализацию, а остальные все практически у нас работают без сертификата. Нам очень помогло тем, что мы непосредственно на местах, на рабочих местах привлекли вот этих профессоров, чтобы они нам на больных, на аппаратуре показали, рассказали и проверили нашу документацию, насколько мы работаем эффективно и качественно. Я узнала о новых, как сказать, инструментальных методах обследования больных, о новых методах лечения, о новых препаратах, которые применяются именно в педиатрии. Вот. И хочется поблагодарить наших преподавателей, которые приехали к нам из Ростова. Они дают нам очень содержательные лекции. Семинары для наших врачей планируется завершить 11 июня. Но на этом сотрудничество гродненских и ростовских педиатров не прерывается. Осенью возможен приезд следующей группы специалистов, уже врачей-терапевтов. Малика Муталаева, Магомед Чикуев, Тимур Саратов. Новости. И еще одна новость медицины. Сегодня на очередной конференции Минздрава прошло обсуждение темы здоровья женщин. Помимо врачей, в актовом зале Грозненского медицинского колледжа собрались представители Республиканского центра охраны матери и ребенка и сотрудники отдела материнства и ребенка Министерства здравоохранения Республики. Стороны отметили, что состояние здоровья наших женщин не улучшается. Только анемией страдают более 80% женщин. У 25% из них эта болезнь протекает в тяжелой форме. Женщины должны осознать, что здоровье матери и ребенка непосредственно связано между собой. На этих конференциях мы освещаем и ставим приоритеты, основные проблемы, и по этим проблемам мы выпускаем какие-то определенную литературу, схемы, стандарты оказания помощи. Вопросы, экстрагенитальной патологии на первом месте. И без решения этих вопросов практически рождение здорового ребенка при росте рождаемости на сегодня, который превышает российские показатели 2 раза, мы, конечно, очень в таких трудных условиях. В Грозном прошел ежегодный фестиваль «Дети Кавказа». В очередной раз, благодаря инициативе Комитета правительства по делам молодежи, среди юных дарований компетентное жюри выбирает наиболее талантливых и перспективных детей в том или ином творческом направлении. Готово ли юное поколение будущих артистов сменить своих предшественников? Об этом Жанета Дахаева. Вот уже 4-й раз Комитет по делам молодежи проводит ежегодный фестиваль детского творчества «Дети Кавказа». Благодаря проходившему в течение 2 месяцев отборочному турниру между школами, сегодня отличившиеся дети смогут доказать, что они лучшие из лучших. Сегодняшний фестиваль, например, это большой праздник для наших детей. Сегодня мы представляем сценическое искусство, дети, которые заняли в республиканском и городском конкурсе 1-е место. Участие в итоговом конкурсе приняли ребята из 13 районов нашей республики. Это дети от 6 до 14 лет, которые соревновались в вокале, хореографии и театральной постановке. Подобные мероприятия проводят для сохранения и приумножения нравственных, культурных и национальных традиций, поделились организаторы. Я тебя учил всему: чистить ворона и вожал, сам я сеял и пахал, как-то гуся работал, сундер не досыпал. Профессиональное жюри из 5 человек выбрало самых талантливых. Победители награждены грамотами и ценными призами. В дальнейшем они смогут принять участие на всероссийских конкурсах. Мы пытаемся как-то разнообразить досуг нашей молодежи, и этот фестиваль-конкурс, как он у нас называется, он направлен на самых маленьких наших представителей нашей молодежи, на детей. Мы пытаемся выявить их творческие способности. Многие из конкурсантов прекрасно проявили себя и показали свои творческие возможности. Впрочем, такую задачу и поставили перед собой инициаторы этого проекта. Жанета Дахаева, Резван Абдулмуслимов, Ваха Кантаев. Новости. В селении Дубаюрт прошла акция «Подари улыбку». В рамках Года молодежи патриотический клуб «Рамзан» совместно с местной администрацией и Шалинским районным отделом ФСБ провели благотворительное мероприятие. Около сотни детишек с ограниченными возможностями, сирот, а также дети из малоимущих семей получили подарки. Юный чеченский спортсмен Ломали Битигов накануне вернулся на родину с громкой победой. 16-летний тхэквондист стал призером чемпионата Европы. Если все прогнозы в его спортивной карьере оправдаются, Битигов, возможно, выступит и на следующих Олимпийских играх. А насколько победа в Европе его приблизила к заветной мечте, узнавал Рустам Мугаев.
прямо из аэропорта на встречу с официальными лицами.